вот эту полемику сейчас прекратим. Нет, это Сколько детей секунду, дайте мне сказать. это не полемика, Я пожалуйста. вас- Это я не вас- полемика, я это вас конкретный выслушала. вопрос, который Давайте, влияет на ситуацию. Мы, еще раз говорю, хотели бы открыться, но у нас есть большое опасение, что большое количество детей, которые будут заражать друг друга, также заразят наших учителей. У нас в Кавасаки на сегодня болеет 28 детей по республике. Это очень большая цифра. Из них 15 детей в тяжелом состоянии. Я поэтому хочу призвать всех родителей, да, давайте мы до 1 марта последим за эпидситуацией. Хорошо. Если она будет стабильная, если она пойдет на спад, вопросов нет. Вот мы говорим про болезнь Кавасаки, да? Вы, наверное, думаете, его можно излечить? Да, можно. Но эта болезнь очень дорогостоящая. Даже ваши финансовые возможности, возможно, не хватит. Ну, осталось 3 месяца, потерпите. Потому что действительно у нас город Ош, город Бишкек и Чуйская область пока еще остается ситуация острой. Так, я хочу сказать, что у меня нет детей и я не учитель, но хотелось бы, чтобы вы обратили внимание, пожалуйста, на учителей. Насколько мне известно, они работают и онлайн, и офлайн, при этом они тоже все родители. Здесь выступали одни родители, но учителя ничего не сказали, да, они сидят, выполняют свою работу, на них еще наезжают, поэтому, если была бы возможность, не могли бы вы, может быть, хотя бы предоставить им какие-то льготы, или когда вы будете принимать какие-то решения, обращать внимание и на учителей. У нас в больницах было очень много свободных коек. Я имела в виду детские наши стационары, детские больницы, те, которые были открыты именно на заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями. Буквально в субботу лично я сама попросила моих сотрудников, чтобы они пошли, проверили, посмотрели, насколько заполняемость составляет в стационаре. Если отделение рассчитано на 20 коек, в отделении находится 40 детей. Вы понимаете, 40 детей. Это там лежат мамы, это там лежат и дети. Вы вот